зовут Азат, я из города Нефтекамск, Республика Башкортостан. Меня зовут Альберт. Я с города Туймазы, Республика Башкортостан. Benim ismim Elvin, ben Bağol'dan. Вы первый раз? Первый раз? Где здесь? Да, мы первый раз здесь, причем все вместе, всей компанией первый раз пришли. Да. Как вы узнали про мероприятие? Бабушка сказала. Ну, это во-первых, а во-вторых, мы в том году немножечко проморгали, а в этом году такие, по-моему, будет. Почитали, все вместе посовещались и пришли. Ой, молодец. А вы? А я от него узнал. Я родал гуларымда, ауылдар гумурбиларында. Как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Рустем, я из Крыма. Как вы узнали о данном мероприятии? Через знакомых Не первый раз? первый раз. А, первый раз? А как вам Сабантуй? Ничего не понятно. А кто вы по национальности? Крымский татарин. А вы понимаете все, что он поет? Нет? Меня зовут Владимир, я из Башкортостана. А это играет мой друг. Да, да. Я тоже из Башкортостана. Скажите, пожалуйста, кто вы по национальности, Владимир? Я человек мира. А вы знаете язык татарский или башкирский? Молодец. Как халяр ваши? Якше. Скажите, пожалуйста, вы первый раз на данном мероприятии и вообще за что любите Сабантуй? Но я его не могу не любить, потому что, я типа с малых лет ходил на эти мероприятия в Башкирии. Я, кстати, из города Салават. Так. Как вас зовут? Динара. А вы? Олеся. Откуда вы? Москва. Альфия, Нижний Новгород. Да? Кто вы по национальности? Татарки. Татарка. Да? Скажите, пожалуйста, вы первый раз? Нет, не первый раз. Каждый год ходим. Да? За что вы любите этот праздник? За то, что он объединяет татар, башкир и всех на самом деле в большом празднике. Это как повод встретиться со старыми друзьями и с родственниками. İsmim Alir, ben Yarışoğlu şehrinden. Teşekkür şolay. Берете тапкарма? Первый раз? Әйе, Да? Как вам ваши впечатления? яхшы, кызык. Да? Әйе. Какая у вас любимая песня сегодня играла? Мен яратам сені Татарстан. Да? Спойте! Мен яратам сені Татарстан. Алтаңнарың үшін яратам. Күкіріп, яшын яшнап яуған. Яңғырларың үшін яратам. Марсель, так круто! Мы с тобой, да, Хайрликич, мы с тобой наконец-то увиделись. Ты сегодня выступал на дневном Сабантуе, сейчас на ночном Сабантуе. Расскажи, пожалуйста, каково это, о своих впечатлениях? Но впечатления самые добрые, самые замечательные, потому что я давно не выступал на самом деле, и на таких масштабных мероприятиях выступить — это само собой такая польза, скажем так, да, творческая. Я долго в тени, 2 года ничего не выпускал, работал там, уголь качали, строили, вот, и в порыве вот этого вдохновения творческого написал очень много песен именно на татарском языке. Одну из песен сегодня презентовал на 2 мероприятиях. А как называются эти песни? Но самое новое 2 дня назад буквально вышло, 3 числа, называется «Рахат», «Эммаст Рахат». Это про наши как раз-таки тусовки, «Рахат кишләре», ну, сен беләсең инде, мына шуның турында җыр яздым, вдохновившись. Напой отрывок буквально. Синең белән бергә таныштык рәхәттә, ак кием киеп, кигә ки куеп бидек идәндә, берләштек чын күңелдән, бәхетле мин син чибәр, тик торма, тик торма, тик торма, тик торма, күрәсеңме инде идәр. Какие у тебя в твоей семье есть традиции? И ходите ли вы на Сабантуй с семьей? Да, конечно, мы у себя в Уфе, на районах. У нас там, конечно, прям
совсем другой сабантуй, ну ты знаешь, с конями, со скачками, там, с борьбой и так далее. То есть масштабный сабантуй, районный. Мы периодически, когда я жил в Уфе, мы часто очень посещали такие мероприятия с семьей. А какие еще традиции в вашей семье? Но все, что связано с мусульманством, наши татарские, башкирские традиции, да, то есть они схожие, можно сказать, одни и те же, из поколения в поколение передаются. Аллаха шикр. Что для вас Сабантуй как праздник? Для меня это праздник души, куда приходят все родственники, соседи, друзья, и все вместе проводят время, ну, максимально позитивно. И даже если есть какие-то там элементы, ну, я не знаю, там, соревновательные, то все равно это только момент. А все друзья, родственники, все тусуются классно и от души. Ну а это наш самый знаменитый фотограф. Скажи, пожалуйста, как твои впечатления о сегодняшнем дне? Мои впечатления, они просто незабываемые. Я уже снимаю второй год подряд это мероприятие, и, честно говоря, я очень рад быть частью вот этой большой команды дружной ночного Сабантуя. Ребята, если вы здесь еще не были, приходите обязательно, вы не пожалеете. Что для тебя Сабантуй? Сабантуй для меня, во-первых, здесь мои друзья, здесь мои товарищи. Это то же самое, что увидеть с семьей. То есть я, можно сказать, вижу с семьей. Это многое. Сабантуй — это в моем сердечке. Ты работаешь именно с людьми, ты ловишь интересные кадры. Какие эмоции больше всего тебе как фотографу интересны? И какие ты эмоции сегодня получал? Я сегодня заснял такой кадр очень интересный. Пара стоит, смотрит на сцену, и они так прям вот приятно, ну, держались за ручки. Вот этот кадр, я считаю, что вот он не подготовленный, но он несет в себе такой вот интересный замысел. Как раз, мне кажется, и есть в этом замысел Сабантуя, чтобы люди объединялись, чтобы люди компаниями приходили, парами и, собственно, чтобы находили свою вторую половинку. То есть для меня вот это вот самое главное. Что для вас Сабантуй? Наверное, развлечение. Какая у вас любимая песня сегодня играла здесь? Ну, наверное, Уфтана, если правильно говорю, да? Вот, наверное, она. Да, мы из Крыма, мы крымские татары, у нас немножко другая культура, другой язык, поэтому мы вот впервые здесь, чтобы понять хотя бы. Как вы узнали про этот Сабантуй? Как узнали? В соцсетях. Какой у вас любимый исполнитель? Радик Юльякшин. А есть любимая песня его? Нет, я люблю все творчество его. Он легенда. Легенда. Как он. Посмотрите, это легендарный человек. Скажите, пожалуйста, к вам сегодня подходили девушки знакомиться? Вы такой яркий. 2 штуки было. Да? Вы им дали свой номер телефона? Нет. Почему? Они просили фоткаться. Не переживайте, сегодня диджей нам пообещал поставить медленный танец. Вы пригласите девушку? Нет? Я не знаю. А как вы тогда девушку найдете? Только недавно расстался, пока нужно отдохнуть. Кто вам сегодня понравился из певцов? Фирдус Тамаев. Скажите, пожалуйста, вы такие красивые, к вам сегодня подходили знакомиться? Нет. Почему? Не знаю. Я сейчас отправлю к вам парней, хорошо? Все. А теперь поем. Не поем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? В Казани. В Казани? Прям Казани, приехали да. сюда из откуда? Нет, я приехал, работаю здесь, да. Вы первый раз на этом мероприятии? Второй. Второй? За что вы любите праздник Сабантуй? Это душа моего народа, этот праздник. Да? А вы сегодня были на дневном Сабантуе? Да, конечно. Что вам понравилось? Все понравилось. Что ждет зрителей в этом году? Может быть, какие-то концерты, поездки, проекты? Проекты точно, надеюсь, что и концерты будут, да, но сейчас первоочередная цель, да, то есть самая такая главная, реализовать все те песни, которые я написал за эти полгода, и показать их народу. На каких площадках они будут? На всех музыкальных площадках, которые доступны в Российской Федерации. Какие национальности встречаются среди твоих поклонников? Самые разные.
У меня был случай, когда я выступал в Москве в депо, где, как ты понимаешь, ну, были всяко, да, татары, башкиры, но целевая аудитория там пришла все-таки на русских артистов посмотреть, это там была солянка. И когда я выступил, кстати говоря, с треком Габдулла Тукай на татарском, ко мне столько много разных национальностей людей подошли. Даже француз подошел, который живет в Москве, студент. Но он ломанно по-русски разговаривает и подошел и говорит, как тебя найти, где твое творчество послушать. Несмотря на то, что, естественно, он не понимает язык. Но я объяснил вкратце о чем, да, про эту песню, кстати, Габдулла Тукай, про нашего великого поэта. И когда у него был юбилей, я как раз посвятил ему эту песню. Давайте продолжим. Да. Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые традиции в вашей семье? Я не знаю, видели вы или нет этот смешное видео. Сын приехал в Балиш, сын уехал в Балиш. Праздник, кто-то родился в Балиш, кто-то пришел в гости в Балиш. День рождения, юбилей. Вот примерно так. А у вас? Я люблю хаир получать. Шпешмаки, костабей, чак-чак, баурсак. Это все вот делаем, за столом это кушаем. Я думаю, у всех есть такая традиция общая. Хотя бы раз в день, ну, по крайней мере, у меня есть, и у ребят тоже, я знаю, что она есть. Хотя бы раз в день стараться всей семьей сесть за стол и попить чай. Просто вот без вот приурочения к чему-либо. Просто сесть, просто попить, просто поболтать. Какие у тебя в твоей семье есть традиции? В моей семье есть традиция собираться как можно чаще по праздникам, на дни рождения, для того, чтобы, собственно, помнить, что семья есть, существует, как бы в этом плане. Я знаю, что ты у нас завидный холостяк. Искал ли ты сегодня себе девушку? Знакомился ли или знакомились с тобой? Мое сердце уже занято. Ой, мои девочки, они ко мне подходили. Ну, то есть все, сердце занято. Да, я думаю, что надолго. А как ты думаешь, на таком празднике можно встретить свою любовь всей жизни? Безусловно, да, здесь есть татарки очень достаточно красивые, то есть будь я холостяком, безусловно, подошел, пообщался бы. Девушки, причем воспитанные, видно то, что, адекватные. И самое главное, что это халяльное мероприятие без алкоголя, что дает о себе знать. То есть здесь можно познакомиться с очень достаточно хорошей девушкой, я считаю. С такой, как ты, например. О, спасибо. Вот смотри, допустим, представим, ты женат уже. Ты бы свою жену отпустил бы на ночной сабантуй? Безусловно, да. То есть я был бы спокоен, конечно. Да? Какие любимые песни сегодня играли у вас? А все любимые. А любимый исполнитель? Салават. Какие напутственные слова скажете нашим зрителям? Действуйте. Просто действуйте. Меня лишь я рады. Твое сердце занято? Мое сердце всегда занято творчеством. Но если вот, допустим, тебе поклонница напишет, ты ответишь? Ну, отвечу, а почему нет? Но веришь ли ты, что твоя поклонница может стать твоей женой в будущем? В этом мире все возможно. Надо верить в судьбу. Девушки, пишем Марселю. Какие напутственные слова дадите всей нашей молодежи, нашим зрителям? Занимайтесь спортом, веселитесь и по возможности, много не грустите. Грустить можно, но много не надо. Вы еще придете на Сабантуй в следующем году? Ае. Вот и завершился наш сегодняшний ночной Сабантуй. Я благодарю каждого, что вы поделились сегодня с нами вашими традициями, вашими впечатлениями. Я желаю вам беречь все ваши традиции вашей семьи. Берегите, храните, передавайте вашим детям. И приходите на следующий год снова с родными, с друзьями, с близкими. Сегодня была с вами ваша Луиза. Пока-пока. Если ты потанцуешь, то и я потанцую. Если ты забантуешь, то и я забантую. Если ты потанцуешь, то и я потанцую. Если ты забантуешь, то и я забантую.